Новый медицинский автотранспорт для сел Ой и Улаханан, Национальный день здоровья в селе Чапаево, фестиваль ледовых скульптур на Ленских столбах, агроконкурс для школьников села Улаханан и женщины, выбравшие мужские профессии. Смотрите в этом репортаже главные новости из Хангаласского улуса. Автопарк Хангаласской центральной районной больницы пополнился 2 новыми автомобилями. Специализированные машины марки УАЗ, предназначенные для перевозки пациентов и медицинского персонала, были переданы врачебным амбулаториям сел Улаханан и Ой. В селе Ой, где проживает более 2500 человек, новый медицинский автотранспорт ждали около 8 лет. Ранее местным медикам приходилось ездить на вызовы на частной машине, так как старый рабочий автомобиль давно уже не был исправен. Теперь новая автомашина, полученная в рамках нацпроекта здравоохранения, улучшит доступность медицинских услуг для населения, ускорит оказание помощи и облегчит работу медицинского персонала. До появления новой машины мы договаривались с частником, чтобы он нам арендовал машину, поэтому у нас были такие трудности именно в плане перевозок пациентов. Мы вызывали из Покровска других водителей скорой помощи. Сейчас, благодаря программе, у нас появилась возможность самим курировать пациентов. Если экстренных, то будем сами везти в Покровск. 25 лет назад первый президент Михаил Николаев учредил Национальный день здоровья в Республике Саха-Якутия. Этот праздник отмечается ежегодно в последнее воскресенье февраля. В юбилейный год торжества прошли на родине Михаила Николаева в селе Чапаево. Открытие юбилейного форума под названием «Национальный день здоровья в Республике Саха-Якутия. 25 лет традиций и достижений» состоялось в Николаев-центре. В нем приняли участие представители здравоохранения, образования, науки, спорта, бизнеса и общественности. Хочется отметить, что Михаил Ефимович тот человек, который стоял у истоков формирования отношения в республике к здоровому образу жизни. И вот мы сегодня в селе Актемцы, в Николаев-центре, проводим анализ, научный анализ, общественный анализ, как за 25 лет доктрина, принятая первым президентом и обществом нашей республики, повлияла на формирование здоровья населения, как развивается здравоохранение, философия и образ жизни в нашей республике по формированию здорового образа жизни. После торжественного открытия начал свою работу круглый стол, на котором были представлены доклады на такие темы, как трезвость, основа здорового образа жизни, здоровое питание школьников Якутии, оздоровление населения и другие. И сегодня можем с гордостью сказать, что у нас есть определенные успехи. Продолжительность жизни у нас на сегодняшний день достигла 73 лет. Наша республика является одной из всех регионов страны, которая имеет высокие показатели рождаемости. В это же время в городе Покровске активно работала ярмарка здоровья. С 10 утра до 15 часов все желающие могли бесплатно пройти комплекс диагностических исследований и получить консультации квалифицированных врачей. Проблема у нас с неврологом в Покровске. Нету невролога. Вот поэтому приходится ездить в город, чтобы показаться. А сегодня здесь очень много врачей. Все осматривают, все довольные. Ярмарка эта организована для нас. Очень хорошо. Ажиотаж был такой, что прием у медицинских специалистов начался на полчаса раньше заявленного времени из-за большого количества людей, приехавших из других населенных пунктов улуса. Большим спросом пользуются врачи-кардиологи, терапевты, врачи УЗИ, эндокринологи, неврологи, оториноларингологи. Кроме того, мероприятия были организованы и для школьников. Например, в Покровской средней школе номер 2 для учащихся начальных классов прошла интерактивная игра «Секреты здорового питания». А для старших ребят были проведены лекции о вреде электронных сигарет, репродуктивном здоровье и профилактике кожных заболеваний. Мероприятия также охватили пожилое население. Для них в Николаев-центре прошел мастер-класс по йоге, который провел заслуженный работник физической культуры и спорта республики Дмитрий Горохов. Юбилейный Национальный день здоровья стал ярким событием, подводящим итоги четверти века активной работы по укреплению здоровья жителей Якутии.
Основатель Алонхо Серкен Сеген, могучий богатырь Нюргун Батур и герой северных сказок Ворон Кутха. Этих и других персонажей фольклора народов Севера воссоздали изо льда участники Республиканского фестиваля «Легенды Якутии». Фестиваль прошел у подножия величественных ленских столбов. Фестиваль стартовал 1 марта, в день открытия нового туристического сезона на Ленских столбах. Участие приняли 12 команд по 2 человека в каждой, состоящие из опытных мастеров ледового искусства со всей республики. На Ленских столбах фестиваль проводится уже второй раз. В прошлом году он носил название «Начало побед» и стал частью мероприятий, приуроченных к играм «Дети Азии». В этом году тематика работ была посвящена якутскому фольклору и легендам народов Севера. Мастера-ледовики трудились, не покладая рук, на протяжении 5 дней с утра до вечера. Ситуацию осложняли экстремально низкие температуры, которые сказывались не только на самочувствии мастеров, но и на процессе создания хрупких компонентов для скульптур. Чем холоднее, лед становится хрупкое, поэтому его очень осторожно надо резать. А то, что теплая погода, это -5, -1, она мягкая и не очень ломается, можно тонкие работы делать. А здесь слишком тонкую сделать, когда клеишь, она уже трескается, ломается. В последний день фестиваля работы участников приехали оценить профессиональные скульпторы и художники. Первым делом они оценили эскизы, а затем готовые скульптуры. Мне понравилась работа Нюргун Батур, так как довольно технически исполнено очень красиво, технически воздействие тоже очень хорошее, и вообще очень она довольно объемная работа. Не только одна работа, мне практически понравилось 5 работ из представленных 12, которую как мастера, как члена жюри, меня душевно задели, да. Призовой фонд фестиваля составил более 800 тысяч рублей. Каждая команда гарантированно получила по 40 тысяч рублей за участие, а призеры 1, 2 и 3 места были награждены более значительными денежными призами – 200, 150 и 100 тысяч рублей соответственно. Лучшей работой жюри признала композицию Нюргун Батур «Стремительный». Команда Чолпон. Искусные ледяные творения участников фестиваля можно увидеть и запечатлеть на память во время посещения зимних ленских столбов. Туристический сезон завершится в середине апреля, так что не упустите возможность оценить эти удивительные произведения искусства, ведь век ледяных скульптур очень короткий. Для школьников села Улаханан провели агроконкурс на базе фирмы Укерсе конезавода Берте. Учащиеся 6, 7, 8, 10 классов соревновались в доении коровы руками и при помощи доильного аппарата, кормлении новорожденных телят, уборке навоза, сборке и разборке сепаратора и так далее. Победителем и обладателем переходящего кубка стала команда 10-классников. Конкурс впервые организовали совместно конезавод Берте с Мальжигарской 2-й школой. В следующем году состязания планируют вывести на улусный уровень. Современные женщины все чаще выбирают свое призвание, преодолевая стереотипы и предвзятые мнения. В сферах, где традиционно доминируют мужчины, они демонстрируют выдающиеся результаты и занимают руководящие позиции. В рамках Международного женского дня подготовили сюжет о 3 женщинах из Хангаласского улуса, которые смело выбрали мужские профессии. Ирина Прокопьева – единственная женщина-водитель в Хангаласской центральной районной больнице. Она управляет специализированным медицинским автомобилем Немигюнской врачебной амбулатории. Водительский стаж Ирины составляет более 40 лет, и в начале своей карьеры она даже успела поработать трактористом в ОПХ «Покровская». Так, мои обязанности входят разноска анализов. Я до 10 часов должна быть в лаборатории. И после обеда вызова. В общем, ничего сложного, конечно. Но надо быстро ехать, экстренные вызова. Я люблю водить машину. И мне нравится моя работа, помогать людям. Несмотря на свою довольно брутальную профессию, Ирина Прокопьева остается нежной женой, заботливой мамой и бабушкой. При этом она легко может управлять трактором и вынести пациента на носилках, не уступая мужчинам в мастерстве.
Следующая героиня нашего сюжета – Ирина Землянская, железная леди хангаласского филиала «Рикавтодор», предприятия, занимающегося строительством и ремонтом автомобильных дорог. Под ее руководством трудятся 52 человека, из которых только 7 – женщины. По образованию Ирина – инженер, строитель автомобильных дорог, и можно с уверенностью сказать, что сейчас она на своем месте. Выезжаю постоянно на объект, особенно когда какая-нибудь ситуация сложная случается, бывают нестыковки проекта или еще что-нибудь. Позволяете себе эмоции, может, крепкое словцо, там, не знаю, там что-то такое? Ну, воздерживаюсь от крепкого словца, ну, бывает, конечно. Не, у нас все-таки рабочие отношения, но все, ну, мужчины, ты ему улыбнулся, да, и можно сказать, что конфликт почти исчерпан. Ну, не могут же конфликтовать. То есть женщины. У вас есть свои тоже приемы? Да, свои приемы все равно есть. Ага. Третья героиня – Айталина Солдатова, преподаватель Покровской детской школы искусств. Она обучает детей игре на трубе. Некогда этот музыкальный инструмент считался исключительно мужским, однако Айталина развенчивает этот миф и уверяет, что играть на трубе может каждый. Да, раньше это было редко, но сейчас со временем все больше трубачек, тромбонисток, волторнистки. Ну, волторн – это такой более женственный всегда считался метный инструмент. И тубисток. Еще один миф – на трубе могут играть люди с выдающимися легкими. Как раз наоборот, игра на трубе способствует укреплению легких и не только. Ну, конечно же, первое, что приходит на голову, это дыхательная система. Она развивается, мы очень много дышим, мы очень много выдыхаем. И один такой незаметный плюс, я бы хотела сказать, это кардиососудистая система. Она развивается, потому что у нас создается огромное давление внутри. И хотите, не хотите, оно все равно нагружает и разгружает. И вот так вот тренируется сердце, сосуды. Эти удивительные дамы являются ярким примером того, что стереотипы не должны ограничивать женщин. Успех достигается не благодаря принадлежности к полу, а благодаря упорству, труду и дисциплине. И несмотря на брутальность своих профессий, героини сюжета сохраняют в себе женскую мудрость, такт и обаяние.